Упоминается, что имам Аш-Шафи, да помилует его Аллах, однажды был гостем у имама Ахмада. Имам Ахмад был учеником имама Аш-Шафи. Аш-Шафи был его шейхом. В кругу своей семьи имам Ахмад часто хвалил своего учителя. И вот в один из дней Аш-Шафи, будучи гостем имама Ахмада, был приглашен к ужину, и он съел его весь без остатка. Этому сильно удивились домочадцы, как имам Аш-Шафи съел весь ужин, не оставив от него ничего, в то время как сунной является заполнять лишь третью часть желудка, а он заполнил его весь. Это первое. Затем Аш-Шафи, да помилует его Аллах, не встал ночью для совершения тахаджуда. Хотя люди, подобные имаму Аш-Шафи, совершают ночные молитвы. И снова удивилась семья имама Ахмада, как это ученый и много поклоняющийся Аллаху не поднялся для совершения тахаджуда. Это второе. Затем, когда прозвучал азан на утреннюю молитву, Аш-Шафи вышел, не попросив воды для омовения. Это третье. Имам вышел на молитву, проспав всю ночь до утра, и не совершил омовения. Как это так? Ведь известно, что глубокий сон нарушает омовение. Проснулась семья имама Ахмада и говорит ему: «Как ты хвалишь имама Аш-Шафи, говоришь, что он такой-то, а он делает так-то и так». Ахмад сказал: «Хорошо, я расспрошу его об этом и расскажу вам». Имам Аш-Шафи понял их удивление и сказал: «Что касается еды, то я не знаю в этом городе более дозволенной еды, чем у имама Ахмада. И поэтому я хотел наполнить ею свой живот. И нет проблем в том, если иногда человек покушает вдоволь и насытится, наполнив свой желудок. Однажды пророк, мир ему и благословение от Аллаха, напоил Абу Хурейру молоком так, что он сказал: «Не осталось у меня места». Пророк говорил ему: «Пей», и Абу Хурейра пил до тех пор, пока не сказал, что в его желудке уже не осталось места. Имам Аш-Шафи продолжил: «А что касается того, что я не встал для совершения ночной молитвы, то я был занят размышлением над одним хадисом. А ведь приобретение знаний лучше, чем ночная молитва. И это действительно так. Получение знаний лучше, чем ночная молитва». Спросили Аш-Шафи: «И над чем же ты размышлял?» Он сказал: «Я размышлял над словами пророка, мир ему и благословение от Аллаха: «О Абу Умейр, что сделал Нугейр?» Абу Умейр — маленький мальчик из Медины. У него была птичка Нугейр. Маленькая птичка, похожая на воробья. Абу Умейр очень радовался своей птичке. А когда она умерла, он сильно расстроился. И поэтому пророк шутил с мальчиком, успокаивая его словами: «О Абу Умейр, что сделал Нугейр?» Имам Аш-Шафи сказал: «Я размышлял над этим хадисом и нашел в нем очень много пользы. Некоторые ученые сказали, что он извлек из него 2000 полезных положений из одного хадиса. Одна из польз, извлеченных из этого хадиса, то, что разрешено детям играть с птичками, но с условием, что они не будут мучить их. Также в хадисе содержится доказательство на то, что разрешено давать детям прозвище «куньи», даже при том, что у них еще нет детей. Можно говорить детям: «О Абу такой-то», даже если он еще маленький. И также в хадисе доказательство прекрасного нрава пророка, мир ему и благословение от Аллаха. Он был скромным даже с детьми. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был настолько скромным, что когда проходил мимо маленьких детей, приветствовал их. Мир ему и благословение от Аллаха.
Прошу Аллаха Всевышнего сделать нас всех последователями пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И мы ограничимся тем, что было сказано. И суть сказанного в том, что верующий не упускает возможности приобрести благо в этой жизни, размышляет над установлениями и созданиями Аллаха и достигает посредством этого множества блага. Да, и третья вещь. Имам аш-Шафии сказал: а что касается омовения, то ведь я не спал, и поэтому не нуждаюсь в нем.